Тайпы Тукхума-Чебрлой, Атчалой, Басхой, Богачарой, Босой, Бунхой, Дай, Жилошкхой, Ихорой, Кирей, Кезеной, Кулинахой, Макажой, Нижалой, Нохч, Киелой, Орсой, Ригахой, Садой, Тундукой, Харкарой, Хиндой, Гумхой, Хой, Цикарой, Чубахкинарой. Традиционно считается в чеченских преданиях, что чеберлоевцы выходцы из Нашха, а некоторые происходят из тайпа Макажой. Кстати, как показал генетический чеченский сайт Арамаш, самим чеченцам, нашхойцам, помимо других чеченцев, к примеру, родственны чеберлоевские тайпы Чубахкинарой и Дай. По чеченскому ДНК-проекту Family Tree, Chechen No How DNA Project, чеченцы-чеберлоевцы показали следующие гаплогруппы J2, J1, L3, G2, Q1A, R1B, L2. Чеченский историк Лича Ильясов в своей книге пишет: в эпоху неолита в горных районах Кавказа начинается строительство из камня. Пещеры же используются как жилище в массовом порядке вплоть до эпохи бронзы, а по свидетельству Страбона и в первом веке до нашей эры. Неолитические поселения обнаружены археологами возле озера Кезеней-Ам на Терском хребте в окрестностях Нальчика. Чеченские жилые башни по основным параметрам не отличаются от ингушских и осетинских, но значительно превосходят их по размерам и количеству этажей. По своим пропорциям башни Чеберлоя ближе к осетинским. Множество башен, жилых и боевых, в Чеберлое было разрушено во время Кавказской войны. В течение сравнительно короткого периода времени здесь было несколько крупных восстаний и против Шамиля, и против российских войск. Все эти восстания были жестоко подавлены, а селения, жители которых принимали в них участие, разрушены. С особым рвением и воины имама, и российские солдаты уничтожали башни. Их руины до сих пор можно видеть во многих уже опустевших селениях Чеберлоя и соседних районов. Во времена имамата Шамиля чеберлоевцы оказали жестокое сопротивление попыткам имама вести шариат в своих обществах. В ответ Шамиль вел в Чеберлой войска, состоящие из аварцев и андийцев, и восстание было потоплено в крови. Многие селения Чеберлоя оказались разрушены и сожжены, в том числе по приказу Шамиля. Было уничтожено множество боевых башен. Источник – книга Лича Ильясов. Тени вечности. Чеченцы. Архитектура, история, духовные традиции. 2004 год. Чеченский историк Амин Тесаев также пишет: в марте 1843 года Шамиль осуществил разрушительный поход на Чеберлой. В письме Галбацу Дибиру Шамиль велит ему прибыть к селению Ансалты для удара по области, требуя повиновения. Это весьма трагическая страница в истории Чечни. Одним из последствий этого похода стало разрушение материальной культуры края. По приказу Шамиля многие башни Чеберлоя были разрушены. История этого конфликта темная. Нет ни малейшего сомнения в том, что Чеберлой к моменту появления Шамиля уже столетия как был мусульманским. Это видно и из письма договора между Алдаман Гезой и братьями Турловыми. Источник Амин Тесаев. Статья «Поход Шамиля на Чеберлой в 1843 году».